Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами с очень вкусным рецептом домашней куриной колбасы. Готовится она очень легко и из доступных ингредиентов, а самое главное без красителей и консервантов. Для приготовления колбасы нам понадобится 200 грамм куриного филе и 800 грамм куриного мяса без костей. Можно взять окорочку либо бедра. Снимаем с них кожицу, отделяем мясо от костей и режем их на небольшие продолговатые кусочки. Из 1 килограмма 300 грамм бедер у меня вышло 800 грамм мяса. Далее нарезаем куриное филе. Его мы будем измельчать в блендере, поэтому для удобства режем их маленькими кубиками. Теперь нам необходимо охладить мясо в морозильнике. Для этого мясо перекладываем в целлофановый мешочек. Разминаем его, чтобы кусочки мяса быстрее подморозились. Куриное филе, которое мы будем измельчать в блендере, помещаем в отдельный мешочек. И отправляем все в морозильную камеру. Все это нужно для того, чтобы не образовался бульонно-жировой отек, и тогда колбаса получится сочной, все соки с мяса останутся внутри. Достаем мясо из морозильника. Мясо снаружи слегка затвердело, а внутри все еще мягкое. Измельчаем куриное филе в блендере небольшими порциями. Готовый фарш выкладываем в глубокую миску. Добавляем кусочки нарезанного мяса от бедер. Солим и всыпаем необходимые для колбасы специи. Это паприка у меня копченая, сушеный чеснок, кориандр. По рецепту нужен кардамон, но у меня его не оказалось, и так как он из семейства имбирных, я заменила его сушеным имбирем и щепотка мускатного ореха. Перемешиваем все специи и добавляем к мясу. И теперь мясо надо хорошо вымешать, примерно 2-3 минуты. Кстати, для усиления вкуса необходимо добавить еще пол чайной ложки сахара. Очень важно, чтобы на этом этапе мясо было холодным, тогда колбаса получится сочной. Добавляем жирные сливки и тщательно вымешиваем до вязкого состояния. Формировать колбасу будем в рукавах для запекания, так как готовить будем в духовке. Выкладываем часть мяса и плотно сворачиваем колбасу, не оставляя пустоты. Завязываем веревкой или плотной нитью с обеих сторон. Для большей плотности можно перевязать сверху дополнительной нитью. Из данного рецепта получились 2 вот таких небольших батончика. Теперь надо оставить их на столе прогреться до комнатной температуры примерно на 1,5 часа. Затем отправляем колбасу в духовку на 140 градусов. Режим конвекции вверх-вниз на 2,5 часа. На дно духовки ставим противень с горячей водой. Тем самым колбаса будет готовиться при низкой температуре с паром. Если же у вас нет режима конвекции, готовьте просто при режиме вверх-вниз. Колбаса готова. Остужаем ее до комнатной температуры, а после отправляем в холодильник на сутки. Ну а теперь я хочу показать вам ее на срезе. Запах, как у настоящей колбасы. Посмотрите, даже нарезая очень тонко, колбаса не теряет форму и не сыпется. Очень вкусная, сочная, а главное полезная. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты.